любовь. О, как славен ты, мой Господь, твоя сила и твой крест. Меня спас, грехи простил, и на том кресте
Пою тебе новую песню,
Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать. Господи, благодарим Тебя за нашу церковь, что есть возможность приходить сюда, славить Тебя, поклоняться Тебе и слышать Тебя, Господи. Господь, мы просим Тебя о Твоем благословении на сегодняшнее собрание. И мы просим Тебя о Твоем благословении на каждую церковь, которая находится в Якутии, которая находится по всему Дальнему Востоку. Прежде всего, в нашем союзе и вообще все церкви. Господи, просим Тебя о том, чтобы была воля Твоя в каждой церкви, в каждой поместной общине, то, что Ты предназначил. Мы просим Тебя о единстве, Господи, как Ты сказал, что будут едины, как и мы едины. Господь, просим Тебя о Твоей защите, о Твоем благословении над каждой общиной, над каждым пастором. Мы просим Тебя за руководство нашего союза, благослови нашего епископа, благослови все церкви, Господь, нашей республики, в Неринге, в Сунтарах, в Вилюйске, Господь. В это утро, когда верующие по всей стране, они собираются во имя Твое, Господи, они ищут лица Твоего, Господь, говори им, потому что у Тебя одна церковь, Господь, здесь на земле. Во имя Иисуса пусть будет так. Аллилуйя, Господь. Отец, мы просим Тебя также за руководство нашей республики, за руководство нашего города, о том, чтобы они слышали голос Твой, Господи, чтобы люди, они спасались во власти. Господи, о том, чтобы они родили о своем народе, чтобы они делали что-то во благо этого города, во благо этой республики, Господь, во благо нашей страны. Благослови руководство нашей страны, всех людей в законодательной власти, в исполнительной власти, Господь, во имя Иисуса. Мы провозглашаем, что этот город, эта республика и наша страна, они принадлежат Тебе, во имя Иисуса, Господь. Мы утверждаем Твою власть, Господи. Мы будем служить Господу, и наша страна будет служить Господу во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, мы приносим также перед Тобой все наши заботы, все проблемы, которые у нас есть в этом мире. Господи, я прошу Тебя, каждый человек, кто нуждается в чем-либо, пусть его нужда она будет восполнена. Прежде всего, Господи, мы просим Тебя за тех, у кого есть немощи какие-то сейчас. Если кто-то заболел, простудился, есть люди, у которых ковид в нашей церкви. Мы просим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, пусть всякая зараза, она уйдет. Пусть она минует. Даже если кто-то заболел, мы провозглашаем, что не будет никаких последствий, не будет никакого тромбоза. Во имя Иисуса Христа все полностью восстановятся. Аллилуйя, Господь. Господи, мы просим Тебя также за каждую материальную нужду. Если кто-то нуждается в работе, кто-то нуждается в совете, кто-то нуждается в деньгах, Господи, Ты благослови, восполни. Дай мудрости людям, как поступать, что делать. Дай силы для этого, Господь, чтобы исправить ситуацию, и благослови во имя Иисуса. Благослови нужными людьми, встречами, знакомствами, Господь, для того, чтобы любая ситуация, она выправилась. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Аминь. И дети, подростки, можно выходить сюда, вы знаете, у нас добрая традиция. Мы благословляем детей и подростков, молодежь. Да, кто маленький есть, можно выносить, выходить. Как-то сегодня мало всех почему-то. Последний каникулярный день у нас. Давайте мы благословим. Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, кто сейчас здесь, за каждого подростка, кто здесь сейчас, а также за всех детей, кто в нашей церкви, но их нет по какой-то причине. И мы просим Тебя, Господи, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Мы провозглашаем, что Твоя воля, она исполнится в жизни этих детей. Господи, пусть Твоя рука нам будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла. Господи, я провозглашаю, что каждый из них, он раскроет тот талант, который Ты в него вложил. Потому что каждый ребенок, он талант. Ты каждого одарил чем-то, Господь. И я провозглашаю, что они найдут эту сферу, они будут развивать ее, они будут лучшие в этом. Господи, и все, что они будут делать в Твою славу.
Они своей жизнью всей будут славить Тебя. И я провозглашаю, что люди будут смотреть на них, смотреть на их жизнь, и они будут прославлять Тебя. Потому что у них все будет получаться. За что они будут браться, Господи, Ты благослови во имя Иисуса Христа. Пусть это будет реальностью в их жизни. И все дети сказали аминь. И взрослые тоже сказали аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо, вы присаживайтесь и... У нас также немаловажная часть служения есть, это десятины и пожертвования. Дети, вы можете проходить вниз на детское служение. И по поводу десятины пожертвования. У нас есть кто-то, кто первый раз в церкви? В нашей или вообще? Я никого не вижу, не знакомых. Поэтому вы все знаете, зачем мы делаем, почему мы делаем. Вот. Если кто-то все-таки первый раз, это не поборы. Да? Мы даем добровольно, поэтому если у вас нет на сердце, вы можете спокойно сидеть и ничего не делать. Но доброохотно дающего любит Бог. Хорошо? Можно вот эти вот 4 ядра, которые их. И также у нас вы можете участвовать в служении церкви материально в электронном виде. Да? У нас есть реквизиты в группе. Я не знаю, кто-нибудь, может быть, напомнит. В группе WhatsApp церковной. Также можно отправить в электронном виде. Аминь. Хочется спросить вообще, все хорошо? Как праздники прошли? Просто как-то тихо. Или все силы ушли на празднование? Да. Сил не осталось. Вы знаете, что у нас вчера проходил семинар женский здесь в церкви. И кто был на семинаре из присутствующих? Четверть людей, присутствующих в зале. Кто был благословлен? Чуть меньше. Ну, я думаю, что догоним. Просто надо как-то поактивнее участвовать. У нас часто так бывает. Я понимаю, что мы люди северные, серьезные. Еще суровее, чем те самые уральские мужики, да, про которых чудят. Но тем не менее. Я хочу, мы не будем затягивать, я хочу, чтобы вы поприветствовали, я даже не знаю, как сказать нашего гостя, вы все ее знаете, да, Анна Расматовна Сандыбаева, доктор теологии. И прочее. И пока Анна Расматовна выходит, я бы хотел сказать, что, она, наверное, сейчас сама расскажет. Вчера был семинар, и сегодня мы попросили, чтобы она поделилась словом. Но после собрания, вдогонку, вот для женщин, я так понимаю, да, мы же хотим сделать вопрос-ответ, вообще какое-то общение. Поэтому если у вас есть желание задать какой-то вопрос, у вас есть, касается женщин, вы можете остаться и принять в этом участие, пообщаться. Хорошо? Давайте мы еще раз поприветствуем, и я передам. Спасибо за добрые слова, пастор, спасибо за приглашение. Мне очень приятно сюда приезжать. Я уже 4-й раз у вас здесь. И первый раз в таких холодах приезжала в разные сезоны. Когда-то была даже в феврале, но не было такого холода. Поэтому для меня это очень экстремально, но я так поняла, что для вас это теплая погода, и вы радуетесь, что сегодня теплее, чем вчера. Да, и готовы даже погулять некоторые. Дорогие, прежде чем мы пойдем изучать Писание, я поведу вас по очень интересной, актуальной и необходимой такой, знаете, важной для сегодняшней церкви теме. Я бы хотела помолиться вместе. Хорошо? Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за Твое реальное присутствие здесь и Твое реальное присутствие в наших сердцах. Дух Святой, пусть, Отец, наше смирение будет угодно Тебе. Мы добровольно и сознательно смиряемся сегодня перед Тобою,
признавая Твою абсолютную власть в нашей жизни, Господи. Мы добровольно подчиняемся Тебе, Господь. Это наш сознательный выбор. Мы понимаем свою ограниченность, мы понимаем, что Твое водительство и Твои цели для нас, они лучше, чем то, что часто выбираем мы по человеческим каким-то причинам. И поэтому, когда мы сегодня будем изучать Слово, пусть Твой Дух Святой поможет нам выбирать Твое, Господь, Твои ценности, Божьи, чтобы мы понимали ценности этого мира, Господь, и могли быть сфокусированы на Твоем Слове, Господь, и оттуда черпать для себя установки жизни. Господь, спасибо, что Ты дал нам свое Слово, такое сильное, могущественное, чудесное, исцеляющее, восстанавливающее, созидающее, и которое Ты открываешь нам, простым людям. Оно доступно нам, Господь. Мы его понимаем. Мы, Господь, можем двигаться по жизни, ориентируясь именно Твоим Словом. Спасибо Тебе, Господи, что мы ориентируемся не только Конституцией. Мы ориентируемся не какими-то кодексами, не какими-то выдающимися учеными книгами, но именно библейским текстом, Господь. И мы добровольно выбираем быть послушными Твоему Слову. Спасибо, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие, это на самом деле высочайшая и величайшая привилегия, что Бог дал нам Библию, и мы понимаем ее. Далеко не каждый человек на планете может понять Библию, может принять ее установки для своей жизни как ориентиры. И у нас на самом деле есть этот приоритет и эта привилегия. Я сегодня хочу говорить о власти на 3 уровнях. Власть в государстве или в обществе, да, общественная власть, государственная власть. Я не буду ее так дифференцировать или дробить там на власть политическую, экономическую, там еще как-то. Просто мы будем смотреть в принципе власть как концепцию, как управление. И мы посмотрим другой уровень власти, это власть в церкви, как тоже Божий установленный порядок. И посмотрим 3-й уровень власти, это власть в семье. И как вступление к своей проповеди я хочу такой афоризм озвучить, который был когда-то проговорен самим Аристотелем, величайшим философом Древней Греции. И вот он сказал так: есть только один способ избежать критики, или ошибок, да? Это ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Понимаете, да? Почему я этот афоризм выбрала как вступление к своей проповеди? Потому что... И почему выбрала именно эту тему? Когда пастор звонил и приглашал меня в вашу церковь на женский семинар, я всегда заранее, знаете, предусматриваю такой сценарий, что пастор иногда может предложить мне воскресную кафедру, проповедь. И поэтому я молилась и думала, о чем я буду проповедовать. И пришла такая тема в молитве, что нужно говорить о библейской концепции власти. Как Бог рассматривает власть в принципе, почему Он ее дает, и как нам, народу, в разных сферах относиться к этой концепции. Почему именно эта тема? Я у Бога спрашивала, и, вы знаете, мне приходит такой ответ, что власть сегодня является такой нишей, которая больше всего подвержена критике сегодня. И главное в том мысль, что критика на всех уровнях. Власть политическая, общественная, или как мы называем, государственная власть в церкви подвержена сегодня атакам критики, деструктивной причем, которая не дает возможности развитию. Да? Есть конструктивная и деструктивная критика. Конструктивная критика, это обратная связь, чтобы улучшить какие-то моменты.
А деструктивная – это критика, которая не дает возможности никакой для развития. Вот. И также такой деструктивной критике и вообще как бы неправильному такому пониманию власти взамен Божьей власти, да, предлагается на семейном уровне. Вот. И мы живем в очень сложные времена, дорогие. Церковь сегодня живет в очень сложные времена, как, в принципе, и всегда в течение истории. Всегда церковь жила в непростые времена. Так вот, сегодня все очень сильно обостряется. Обостряется во всем мире, потому что мы живем в последние времена. И когда придут эти последние времена, через 100 лет, через 500 лет, то есть закончатся эти последние времена, мы не знаем. Ковид и прививки – это не причина того, что мы живем в последние времена. Потому что эпидемии и различные те моменты, с которыми мы сегодня сталкиваемся, они случались и ранее. Поэтому я сейчас не о пандемии говорю, что мы в последние времена, а вообще Иисус сказал, что последние времена уже вот они, здесь, еще 2000 лет назад. И вот как нам сегодня, в эти непростые времена, когда обнулились ценности, традиционные ценности, как нам правильно, с библейской точки зрения, воспринимать власти, которые поставлены над нами, либо мы сами являемся представителями этой власти. Итак, друзья, несколько таких моментов. Мы с вами первое будем рассматривать, конечно, концепцию библейской власти в Библии. Поэтому я очень прошу, у вас здесь будет, да, библейский текст? Не будет, да? Хорошо. Тогда очень прошу, чтобы вы, те, у кого есть Библии, сели вместе с теми рядышком, у кого нет Библии, да, либо открыли свои электронные Библии. Смотрите, друзья, сегодня современному миру свойственно следовать за блогерами. И христианскими блогерами, и мирскими, политическими, общественными, социальными, различных сферах блогерами. Это свойственно, и это нормально. Так вот, чтобы мы сегодня не следовали моему воображению, моим теориям, чтобы мы сегодня не следовали моим каким-то выводам, мне хочется, чтобы мы внимательно сфокусированы были на библейском контексте понимания власти. Как Бог это видит, как Он транслирует свое понимание власти именно через библейские тексты. Пожалуйста, будьте внимательны, включайте свои Библии, не ленитесь смотреть. Вдруг я что-то говорю такое, что не поддерживает Писание. Поэтому приглашаю вас именно быть сфокусированными на библейском тексте. Это первое, что мы сегодня будем делать. Второе. Опережая все вопросы, которые могут возникнуть на всех 3 уровнях власти, государственной, власти в церкви, власти в семье, я хочу сказать, нет власти, которая не делает ошибок. Нет власти, которая не делает ошибок. Но есть 2 вида заблуждений или ошибок. Первое – это ошибки ума, и второе – это ошибки сердца. Ошибки ума – это нехватка опыта, это недальновидность, это может быть быстрое принятие решений, потому что ситуация, может быть, сейчас так диктует, что нужно быстро принимать решения, поспешность какая-то. То есть это ошибки ума. Но есть ошибки сердца, которые чаще всего исходят из лукавого сердца, которые заведомо злоупотребляют властью. И такие ошибки свойственны на всех 3 уровнях власти. В государственной, в церковной и в семейной. И ошибался ли Бог, когда установил власть как институт, как установил власть как вообще самый лучший инструмент для человечества, чтобы сдерживать зло драгоценное. Власть не для того, чтобы кто-то больше доминировал, кто-то управлял другим, только не с этой только целью. А главная цель Бога в управлении
человеческим, да, обществом, это сдерживать зло на всех 3 уровнях драгоценных. Чтобы то зло, которое есть в человеке из-за первородного греха, в государстве, в семье, либо в церкви, да, чтобы власть могла удерживать это зло. То есть, чтобы во всех уровнях человеческого общества был некий порядок. Поэтому на основании вот этих 2, да, моментов мы сделаем такой вывод, что наличие власти всегда лучше, чем ее отсутствие. Наличие власти всегда лучше, чем любая форма анархии или любая форма безвластия. Да, власть может, государственная, она может быть по-разному реализована в различном мироустройстве, демократическое, тираническое там, и так далее, да, республиканское. Но мы не про это. Мы сегодня о самой концепции власти поговорим. Итак, мы посмотрим с вами сначала государственную власть, да? Ну и тут же под государственной властью мы будем как-то параллельно рассматривать общественную власть, социальную и так далее. Вот. Еще раз говорю, я не буду здесь... Вообще, на самом деле, тема власти – это очень обширный семинар. Вот. И я попробую вместе с вами за 40 минут как-то исследовать быстренько, пилотно, так лайт, да, все эти 3 сферы власти. Итак, мы посмотрим государственную власть. Друзья, никакая государственная власть не может быть абсолютной. Никакая. Даже если какое-то государство имеет только одного тирана, и там нет ни парламента, ни думы, ничего, и народ абсолютно порабощен, этот тиран заблуждается, если он думает, что вся власть принадлежит ему. Потому что абсолютной властью, суверенитетом, вот этим суверенитетом абсолютно, да, управление на планете и человечеством или государством обладает только Господь. Аминь? Аминь. Только Господь. Поэтому никакая власть не может претендовать на абсолют. Она может игнорировать Бога и не понимать, что она не абсолютная власть. Но, тем не менее, в духовном мире никакая власть не является абсолютной. Никакая. Ни на каком уровне. Ни государственная, ни церковная власть, тем более семейная власть. Никакая власть не может быть абсолютной. Бог не наделил ни на каком уровне власть вот этим качеством абсолюта. Потому что весь абсолют власти принадлежит только Господу. И вот из этой концепции мы будем смотреть. Римлянам 13 глава с 1 по 3 стих. Мы оттолкнемся сначала от этого местописания. Пожалуйста, будьте внимательны и следите за словами, которые мы будем сейчас читать. Апостол Павел говорит так. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Тогда делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему зло. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, то есть добровольно. Если для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты, то есть постоянно задействованы в своей деятельности. Профессиональные люди. Вот. И первый стих говорит так здесь. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». То есть здесь без вариантов. Павел говорит, будьте покорны, покоряйся власти, потому что нет власти не от Бога. Вы знаете, сегодня либералистическое богословие, которое хочет исказить Писание, оно находит новые переводы для вот этой фразы, ибо нет власти не от Бога. Говорят, по-разному смысл иной вносят. Но вы знаете, нельзя Библию интерпретировать, ее толковать, основываясь только на одной этой фразе. Нужно посмотреть весь контекст.
контекст этих стихов с 1 по 6 говорит о том, повторяет несколько раз, и в других местах Писания, которые мы чуть позже будем рассматривать, о том, что у нас нет вариантов, и мы должны быть покорными власти. Мы должны быть покорными власти. Нигде в Писании, в Ветхом Завете, в Новом Завете, вы не найдете даже намека, не то что призыва со стороны Бога, чтобы народ, оно свергло власть. Нигде такого нет, друзья. Вы нигде это не найдете. Бог критикует власть, Бог обличает власть, и Бог наказывает власть, потому что Он суверен. Он суверен. И абсолютная власть у Него. И Павел это подчеркивает. Он говорит, что Бог поставляет власть во 2 стихе. Противиться Божьему установлению. То есть Бог установил власть. Но Бог, критикуя власть, обличая, видя все злоупотребления, которые могут быть во власти, тем не менее, желает, чтобы мы, встречаясь друг с другом, в первую очередь возносили молитвы за эту власть, которая может быть абсолютно непослушна Богу, друзья. Представляете? Это очень нелогично в глазах человеческого общества. Это нелогично, чтобы мы молились за власть, которая может злоупотреблять и может даже гнать церковь. Павел писал в Риме, ожидая суда Кесаря. И вы знаете, его казнил Нерон, очень жестокий гонитель церкви. И Павел, тем не менее, говорит, что надо покоряться властям. Здесь нет намека со стороны Павла на осуждение или на призыв: не покоряйтесь власти, потому что она гонит церковь, потому что через несколько месяцев Павла казнили, ему отсекли голову. Он не говорит: противостаньте власти, или Иисус не призывал власти, которая распяла его. Вы можете себе представить? Нигде Иисус не возглавлял восстание против власти. Нигде. И когда мы сегодня видим по новостям, что творится в мире, какие призывы сегодня идут от блогеров современных, политических и неполитических, мы должны понимать, какие установки нам дает Господь для того, чтобы наше сердце было в правильном положении перед Господом, в первую очередь. Перед Господом. И вот получается, что противление власти – это критика в сторону Бога. Господи, Ты не того президента, не того царя, не того управителя поставил. Ты противишься Божьему установлению власти. И он говорит последствия, Павел, какие ждут людей, что эти люди сами навлекут на себя осуждение, 2 стих. Сами навлекут. То есть последствия придут, если мы противимся Божьей власти. И далее Павел говорит, для чего даны власти? Чтобы у нас была тихая жизнь, чтобы мы могли совершать какие-то добрые дела. Знаете почему? Потому что в 4 стихе написано: «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же желаешь зло, бойся, ибо не напрасно носит меч». Он, Божий слуга, и наказывает тех, кто делает зло, друзья. Не надо думать, что в обществе все верующие и боящиеся Господа. Нет. Есть люди лукавые, страшные, бесчинные. И поэтому власть наделена полномочиями удерживать это бесчинство в обществе. Власть делает ошибки. Власть может очень страшно злоупотреблять своим положением. Но тем не менее, Бог желает, чтобы мы подчинялись этой власти, были покорны и молились, чтобы у них появился страх Божий. Аминь. Второй большой отрывок мы прочитаем. 1 Петра, 2 глава, с 11 по 20 стих. 1 Петра, 2 глава, 11-20. Это уже апостол Петр, который непосредственно служил с Иисусом Христом, который был также казнен властью действующей.
который присутствовал во время казни Иисуса Христа, которого распяли действующие власти. И вот какие мысли оставляет нам апостол. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Это я читаю. Вот эти слова, он как бы предваряет, готовит наши сердца к тому, о чем будет говорить чуть ниже, и это важно, то, что он будет говорить ниже. Он говорит, чтобы мы добродетельную жизнь между язычниками совершали. То есть не растворялись и не разделяли ценности языческого мира, безбожного мира сегодня, понимаете? Вот он какое, как бы, вводное такое нам направление дает. Ценности этого мира не разделяйте, как церковь. Вот. Не участвуйте в злословии, как злодеи, чтобы наши дела радикально отличались от дел за рамками церкви. И ключевые слова о власти. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. То есть, чтобы мы свободу во Христе правильно использовали. У нас есть выбор, друзья, следовать за Писанием. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Это очень сильные слова. Он говорит о том, что когда власть несправедливо к нам относится, это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Смотрите, угодно Богу, чтобы вы переносили скорби, если к нам относятся несправедливо. В кротости, в смирении продолжали молиться за эту власть. За эту власть. Продолжали не нарушать законы. Продолжали быть послушными в гражданской своей позиции. Титу, 3 глава, с 1 по 2 стих прочитаем. Тит служил пастором на Крите, и там была большая церковь. Большая церковь. Вы знаете, критяне отличались от... это остров такой, да? И критяне очень сильно отличались в греко-римской культуре, знаете чем? Своей гордостью, высокомерием и оппозицией к власти. Очень сильно отличались. И Тит, как пастор, столкнулся с этим вот так воочию. Он увидел, что вот этот дух непокорности власти, оппозиции, такой революционный дух, он присутствует и в церкви. И Павел наставляет Тита и говорит, пишет письмо Титу. Напоминай, Титу 3 глава, с 1 по 2 стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Посмотрите, какое наставление. Еще раз говорю, греко-римская власть никогда не отличалась каким-то особенным отношением к народу. Люди, приходящие во власть, способны злоупотреблять. Не все, но многие способны злоупотреблять. Многие слуги народа способны реализовать свои низкие такие потребности через позицию, когда они получают власть.
Понимаете? Но, тем не менее, Павел учит церковь на Крите, чтобы эта церковь повиновалась, покорялась начальству власти, чтобы не злословила, чтобы не была сварливой по отношению к власти, но тихо совершала свое евангельское дело. 2 Царств 23, 3 глава. 2 Царств 23, 3 глава. 2 Царств 23, 3 глава. Читаем. «И сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Бог со своей стороны дает установку. Много в Библии можно почитать, какие установки для царей, для властимущих людей. Это, например, Второзаконие, 17 глава. Еще до того, как появились цари, Бог уже показывает, каким не должен быть царь. Каким не должен быть царь. Но, друзья, это не к нам слова, понимаете, а к царям. И когда мы читаем эти вещи, о которых говорит Бог, каким не должен быть царь, у нас появляется сильное искушение. Сильное искушение, чтобы мы злословили и критиковали власти, которые сегодня не соответствуют библейской концепции. Понимаете? У нас есть это искушение. Но Бог не дает нам возможности критиковать, злословить власть. Представляете, как это неудобно для нас? Как это противоречит нашему естественному стремлению критиковать и стоять в оппозиции власти, которая не угождает Богу, которая не боится Бога. И Бог говорит, что владычествующий над людьми будет праведен, когда его владычество в страхе Божьем происходит. Друзья, в начале проповеди мы с вами выяснили, что абсолютной властью обладает только Бог. И у нас возникает вопрос, а кто же оценит правительство, которое сегодня в любой стране? Кто даст им обратную связь? Да, где-то народ может давать в рамках допустимого закона. Да? Но, друзья, по большому счету, они, каждый правитель, когда-либо правивший на этой земле, даст отчет перед Господом. Либо в этой жизни, либо на последнем суде. И это должно нас утешать, понимаете? Это. Когда мы не получаем какие-то гражданские привилегии, социальные, у нас, когда власть, как говорится, ведет себя неподобающе, не игнорируя, именно игнорируя, не следуя библейским принципам, а игнорируя библейские принципы, мы должны преодолеть искушение, злословить и быть в оппозиции к власти. И для этого, конечно, нам надо менять свое сердечное отношение к власти. И есть еще, друзья, очень важный момент, я хочу вам сказать о том, до каких пор мы можем повиноваться власти. Любой. До каких пор мы можем повиноваться власти. Есть такая концепция, которая родилась в человеческом обществе, которая называется, естественным образом родилась, которая называется гражданское неповиновение. Это очень серьезные вещи, поэтому будьте внимательны. Гражданское неповиновение – это когда… А что это такое? Это сознательный выбор человека не повиноваться власти, если эта власть заставляет тебя делать то, что противно Богу. Понятно, да? То, что противно Богу. И я несколько примеров вам расскажу из Писания. И вот здесь нужно молиться, когда возникает такая ситуация. Не все, что нам хочется, и мы хотим, знаете, как бы подменить понятие и все под эту концепцию засунуть, не все так, как нам кажется, является. В Библии есть яркие примеры, когда герои Библии проявляли гражданское неповиновение в различных ситуациях. Например, когда фараон издал указ
чтобы повивальные женщины, повитухи, да, умерщвляли младенцев иудеев, мальчиков. Вы помните, какое непослушание или неповиновение проявили эти повитухи? Помните, что они делали? Что они делали? Оставляли этих младенцев в живых, рискуя своей собственной жизнью. Знаете, они не критиковали, не призывали, они просто тихо, молча приняли такое решение. Если мы принимаем такую позицию гражданского неповиновения, это всегда мирная позиция, внимание. Это не революционная, это не баррикады. Это всегда мирное, тихое противостояние вот этому духу, который противится Богу. Именно заставляет делать грех. Понимаете, да? И вот они тихо, мирно просто оставляли в живых этих детишек, не призывая никого больше к этому делу. Еще один момент. Мать Моисея тоже сохранила жизнь величайшему будущему вождю израильского народа. Тоже противостоя, не повинуясь верховной власти фараона. Дальше. Раав, помните Раав блудница? Тоже издали указ, чтобы всех предавать суду. Раав спрятала, рискуя своей жизнью. Так вот, еще раз говорю, мать Моисея, повитухи, Раав, блудница, все остальные, кого я буду приводить в пример, это люди, которые проявили такое гражданское неповиновение действующей власти тихо, мирно, внутри и рискуя своей жизнью. Вы знаете, когда люди, церковь, конкретно церковь проявляет гражданское неповиновение, она должна в смиреннейшем, покорнейшем варианте принять последствия этого неповиновения. Вы понимаете? Иисус, апостолы также проявляли гражданское неповиновение и покорно пошли по закону на те последствия, которые были в рамках закона государства. Это очень важно осознавать. Это очень важно осознавать. Были еще такие юноши Сидрах, Месах и Авденага, помните? Которые не покорились указу царя и не поклонились истукану, которому все должны были покоряться. И приняли безропотно последствия, никого не призывая, не создавая баррикады, не создавая оппозиции, никого не ведя за собой в бой. Приняли последствия и были кинуты в печь. Так вот, если мы принимаем решение гражданского неповиновения, мы должны понимать, что в кротости последуем наказанию за это гражданское неповиновение. Это очень важные вещи, друзья. И мы прочитаем, как это происходило, какими словами апеллировали апостолы, когда проявили вот это гражданское неповиновение. Деяния 5 глава, 25-29 стих. Деяния 5 глава, 25-29 стих. Деяния 5 глава. Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Им, Петру и апостолам, другим, было запрещено законом это делать. Но они пренебрегают этим законом и стоят и учат. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. И апостолы последовали, куда их повели власть. Дальше. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросили их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Это важный аргумент, когда люди проявляют гражданское неповиновение. Но последствия Павел, апостолы другие, Петр, Варнава, они не избегали тюрем, они не убегали, не прятались. Только в каких-то единичных случаях.
И когда приходил момент смерти, казни по закону римских, каких-то канонов, эти люди даже адвокатов себе не нанимали, а просто шли. Вот такое было повиновение власти. Хорошо, друзья, вот здесь я хочу остановиться на государственной власти, и я верю, что что-то Дух Святой очень сильно делает в наших сердцах. Следующая власть, церковная, не меньше важна для нашего понимания, как нам двигаться по жизни в рамках церковного сообщества, когда Бог ставит власть в церковь. Друзья, церковь – это не хобби, которое можно поменять. Хобби можно поменять в течение жизни. Разные хобби есть, да? Сейчас цветы ращу, выращиваю, там наслаждаюсь, потом открытки собираю, потом путешествую как хобби, потом рыбалка у меня хобби. Церковь, церковная жизнь – это не хобби. Жизнь во Христе – это не хобби. Это раз и навсегда. Ну, это, конечно, относится к зрелым христианам. Незрелость, она может менять отношение к Богу, исходя из плоти своей. Итак, церковная власть. Церковная власть также не имеет абсолюта. Почему? Потому что мы будем смотреть какие-то места Писания, Бог ставит церковную власть. Путем разным, выборным, через молитву, через жребий мы смотрели церковную или духовную власть, да, другими словами. В Ветхом Завете много примеров, когда Бог непосредственно пророка ставил, и пророк получал такое откровение. Позже сам принцип поставления власти, он мог меняться, но тем не менее церковное сообщество соглашается с тем, что власть церкви – это не самозванство, не самоназначенство. Извините за такие слова, да, за мою риторику, но тем не менее это Богом в молитве установленное старшестоящими братьями. И у нас сразу вопрос, а соответствует ли эта власть нашим ожиданиям? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Вы знаете, ни один пастор не сможет удовлетворить потребности каждого члена паства. Ни один. Нет такого пастора. Есть только один, это Иисус Христос. Он пастырь-начальник, и Он конечная инстанция для церкви. Но чтобы был вот такой человеческий, вразумительный, адекватный порядок, устройство в церкви, Бог ставит служителей. И ожидает, что мы, как люди ревностные по Богу, сможем покориться и этой власти. Сможем принять ее как Божье установление, как лучший вариант для нас, здесь и сейчас, в этом моменте времени, в этом моменте нашей жизни. И еще раз повторюсь, скорее всего, церковная власть не удовлетворит все потребности, и тем более наши ожидания. Друзья, поверьте мне, я с 95-го года, и в моей жизни было много пасторов, потому что я переезжала, и разные моменты были в моей жизни. И ни один пастор не удовлетворил мои ожидания или мои потребности. Но Бог есть. Аминь. Аминь. И вы знаете, вот то, кем я сегодня являюсь, и все, что сделал в моей жизни Бог, я вижу самую вот сильную сторону своей личности. Это я говорю без хвастовства, а то, что воспитала во мне церковь, именно церковь, не я сама, а именно церковь, что воспитал во мне Бог, это послушание авторитету церкви. Вот это помогло мне выстоять и не соблазниться разными различными искушениями и похотями, которые атаковали меня и приходили в мое сердце. Именно вот эта твердая позиция послушания. Я никогда не сообщаюсь, не строю отношения, не попадаю в команды, избегаю такие команды, которые критикуют власть церкви. Для меня люди, которые злословят, критикуют власть церкви, это не коллеги. Я не говорю это относительно вашего пастора, вашей церкви. Это моя жизненная позиция. Это мой выбор. Я никогда не ошиблась. Я
избегаю и даже побаиваюсь таких людей. Никогда не поддерживаю такие разговоры, которые направлены на критику церковной власти. Колоссянам 1 глава с 15 по 20 стих. Колоссянам 1 глава с 15 по 20 стих. Здесь о Иисусе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Но тем не менее, Он не может управлять церковью без поставленных служителей. Представляете? Ну, наверное, нам бы по-человечески было проще, если бы убрать этот ненужный элемент пасторов, служителей, лидеров. И мы бы, так знаете, сами собирались, вот, и непосредственно Богу. Я вообще боюсь таких людей, которые говорят: у меня нет пастора, у меня пастор Бог. Я говорю внутри себя: о, все, до свидания. У меня сразу дистанция. Сердечная, духовная, любая физическая дистанция от таких людей. Это неадекватное восприятие Библии, неадекватное понимание себя, вообще понимание церкви, мироустройства, духовности. Тем не менее, Господь говорит, Он есть глава тела церкви. Но Он почему-то не стал сам управлять церковью, а поставил себе помощников. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава с 11 по 13 стих. Ефесянам 4 глава с 11 по 13 стих. Он является главой церкви, аминь. Но Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, руководителями, и в Римлянам, там, в Коринфянам написано, да, о разных дарованиях, которые Бог ставит в церкви, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Оказывается, народ Божий не сможет войти в зрелость, если не будет церкви руководства. Элементарного такого управления, которого мы так не хотим, и которое постоянно вызывает у нас возмущение, критику и так далее. Но мы сверху, вот только недавно посмотрели о том, как Бог относится к злословию и критике вообще, в принципе, к власти. Очень интересно. Очень интересно. Это, знаете, как-то не обнадеживает, наверное, многих из нас, да? Как-то укореняет людей, послушных Богу, в том, что они правильно осуществляют свое христианство. А некоторых, может быть, раздражает то послание, которое сейчас звучит из моих уст. Накаляет, раздражает, и, возможно, хочется уйти из этого зала. Тогда пристегните ремни, чтобы не убежать. Вы знаете, друзья, иногда через проповедь происходит такая турбулентность. Вы знаете, что такое турбулентность? Турбулентность – это когда самолет входит в какую-то зону, где очень сильно трясет. И когда люди во время турбулентности игнорируют послание бортпроводников, чтобы они пристегнули ремни. Посмотрите видео, какие есть страшные в Ютубе, когда до потолка взлетают, бьются головой об багажные вот эти полки, да, и потом просто валяются по салону или перекидываются в другие ряды кресел. Вот такая бывает сильная турбулентность. Это не так, когда тебя так слегка трясет. И во время проповеди очень часто люди переживают вот этот момент. Тебя раздражает слово проповедник, тебя раздражает библейское послание, которое мы сейчас читаем. Потому что в твоем сердце есть бунт, сопротивление власти. Неважно какой. Ты в принципе оппозиционер. Ты в принципе непослушный. И этот принцип, он закрывает двери для благословения со стороны Господа. Поверь мне, это так. Бунтаря на любых уровнях Бог никогда не благословит, не почтит, не возвысит. Да, ты можешь сам по своим путям ходить и добиться чего-то в жизни, но поверь, что ты бы совершенно по-другому двигался по жизни, если бы ты был послушным человеком. Послушным человеком.
Евреям 13 глава, 17 стих. Евреям 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». О как! «Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, потому что они неусыпно пекутся о душах ваших». А мы думаем, да нет, пастор какой-то холодный, или лидер ячейки какой-то холодный. Вы знаете, не все люди способны пафосно, эмоционально говорить о том, что творится у них в сердце, что они, может быть, на коленях рыдают, стоят в проломе за вас, и не все способны так строить отношения. Мы не знаем, что происходит в сердцах наших пасторов. Это самая неблагодарная и самая стрессовая профессия на земле. Это не голословно. Исследования много раз подтверждают. Жизнь пастора всегда находится под критикой. На жизнь пастора, на его жену, на то, как на его семью. Вы знаете, мы все ходим не с одной лупой, а на каждом глазу у нас по лупе. И пасторам свойственно ошибаться. Но тем не менее, все апостолы совершили ошибки, мы когда читаем Писание. Но Павел говорит, повинуйтесь наставникам, тем, которых Бог избрал для вас и посчитал, что это лучший вариант на сегодняшний день. Галатам 1:10. «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Друзья, хочу развенчать один очень устойчивый миф в церкви, что пастор должен угождать людям. Нет. И еще раз нет. В первую очередь пастор поставлен угождать Богу. Богу, а не тебе. Он не перед тобой здесь поставлен расшаркиваться, а он призван угождать Богу. И вы знаете, Павел это очень четко осознавал. Его послания, его слова иногда как плеть хлестают по сердцу человека, так? Обличают настолько, что хочется спрятаться. Это тишайший, кроткий человек. Потому что он четко осознавал свою роль, свою позицию, вообще для чего он был рожден. Почему Бог поставил его и дал такие полномочия? Потому что он должен не людям угождать, а он должен угождать в первую очередь, как раб Христу. Мы на этом закончим о власти в церкви. Я думаю, что Бог говорит вам, и вы можете уже дальше исследовать эту тему. И мы закончим с вами, знаете, чем? Семейной властью. Я вчера очень много сестрам говорила про это, братья, чтобы вы утешились, что ваши сестры назидаются, ваши жены назидаются. И сразу хочу сказать, да, вот здесь, или, может быть, не сразу хочу сказать, а как бы вот такой момент надо озвучить, что когда Бог говорит, что всякая власть установлена им, и всякая власть от Бога, вот о чем не сказано в отношении власти? Что Бог не потворствует власти, которая злоупотребляет. Он ее не защищает. Понимаете? Вот что не говорится о том, когда мы читаем о власти. Не подразумевается, что Бог приветствует власть тиранов. Мы нигде это не находим. Когда были тираны, такие как, допустим, не тираны, а даже когда устраивали геноцид, да? Когда было тотальное уничтожение человечества. Я не буду сейчас называть имена этих тиранов и узурпаторов. Мы их все прекрасно знаем. Это были за рубежом такие главы государств. И в нашей стране речь не об этом. Просто
когда мы говорим, что всякая власть от Бога, надо понимать, что здесь не подразумевается, что всю эту власть Бог оценивает высоко. Нет, нет. И вот здесь о власти в семье, семейная власть. Ефесянам 5 глава, с 25 по 31 стих. Большой отрывок читаем, поэтому будьте внимательны, не отвлекайтесь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочная. Хочу немножко остановиться. 2 стиха, 26-27, они как бы призывают мужа, да, мужчин, посмотреть, как Бог любит церковь, как Иисус любит церковь. И интересно, что сказано: любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, не те, которые вам послушны, а вообще всех жен. Красивых, некрасивых, послушных, непослушных. Любите. Христос любит церковь совершенно, несовершенно, которая не готова к такой любви. Это несправедливо, скажет муж. Несправедливо. Почему я должен любить жену, которая не дает мне то, что я ожидаю? Но и церковь часто не дает Христу то, что ожидает Христос. Но Бог повелевает мужьям любить своих жен. И дальше, 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Очень интересно. Вы знаете, дорогие, Павел это пишет в греко-римском обществе, в языческом обществе. В языческом мире отношение к женщине было очень-очень низким. В языческом мире женщину перечисляли вместе с табунами, со скотом, с утварью, с мебелью. Это не была личность, вот самое главное понимание. В греко-римском, вообще в языческом мире женщина не является личностью. Только Бог наделяет ее вот этим статусом личности, понимаете? Только Бог. Именно библейский Бог. И поэтому женщина очень часто была объектом эксплуатации, сексуальной, какой-то бытовой и так далее. И Бог учит через апостолов, чтобы христианские мужья, которые пришли из языческого мира, привыкшие пренебрегать женой, эксплуатировать женщину, помогает по-новому отнестись к своей жене. Языческий мужчина – это тот, который бравирует властью, использует тиранию, злоупотребляет откровенно, не стесняясь, эксплуатирует жену. И здесь совершенно другой образ. Любить так, как любишь себя. И сравнение, как Иисус любит церковь. Очень интересно. Мужья должны помнить, что Бог, наделив мужа властью, никогда не давал ему полную автономию, никогда не давал ему полную абсолютную власть. Власть мужа не безраздельна. Она, знаете, друзья, упирается в Бога. Если эта власть, мужа власть, игнорирует Творца, игнорирует Бога, не боится Бога и злоупотребляет ею. 1 Петра, Колоссянам 3 глава. Колоссянам 3 глава. Жены, повинуйтесь мужья своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Это именно языческая суровость имеется в виду. Вот такая, когда женщину физически
да, как-то пренебрегали ее, избивали, может быть, наказывали. Когда женщине требовали то, что она не готова сейчас сделать, дать или исполнить. И жены, вчера мы очень сильно прокачали себя, аминь, сестры. Поэтому долго останавливаться не буду, просто хочу сказать, что Бог установил для порядка главой мужчину. Если женщина не смиряется со своим главой, то она говорит: Господи, ты ошибся, ты неправильно понимаешь что-то в этой жизни, и ты поставил неправильно власть в семье. Также для детей, которые здесь сейчас присутствуют, есть послание от Господа. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. У детей абсолютно нет вариантов, и если дети хотят прожить жизнь качественно, не закончить ее где-то вот в асоциальных кругах, тогда нужно быть послушными своим родителям. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. То есть излишняя суровость не должна быть в отношении детей, чтобы они не ходили в унылом таком падшем духе. Родители должны дисциплинировать детей. Об этом тоже есть целое учение о воспитании детей. Потому что тот, кто не наказывает своего сына, он не любит его. Вот. Но наказание должно соответствовать проступку, который совершают дети. Понимаете, да? И если родители относятся к своим детям так, что они унылы в их доме, то Бог будет иметь отношение с этими родителями. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 9 стих. Также и вы, 1 Петра, 3 глава. Кто следит за Писанием, повторяю несколько раз, чтобы вы успевали открывать. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 9 стих. Тоже большой отрывок, но тем не менее я хочу его прочитать. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Внимание здесь. Жены, покоряйтесь всем мужьям, даже если они не покоряются слову, потому что вы можете приобрести. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. То есть молчаливым духом приобретаем мужей. Не как учителя или мамы, а именно молчаливым кротким духом. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь... Так, сбила. Секундочку. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь... Да что такое? Мне как-то не туда нажимаю. Извиняюсь. Украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, не смущаетесь ни от какого страха. Пусть у сестер не будет страха, что они повинуются мужьям. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как самостоятельцам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Очень интересно. Очень интересно. Смотрите, про пасторов мы читали, что если вы критикуете пастора, не повинуетесь, то пастор воздыхает о вас, и это не полезно пасторам. Читали? Выше читали. Теперь очень интересно, что если мужья обращаются с женами неблагоразумно, то Бог не слышит ваши молитвы. И вы не прорветесь в тех сферах, в которых очень хотите прорваться. Очень хотите, дорогие братья. Но не прорветесь, пока не посмотрите на свою жену, как на немощный сосуд. Немощный – это не слабость физическая, а иногда душевная слабость. Неумение даже совладеть собой, со своими эмоциями в разные периоды и моменты жизни. Ожидается, что мужчина сможет с этим справиться и не будет тиранить жену в тот момент, когда она проявляет свою немощность. А ожидается здесь также, что жена покорится мужу даже тогда, когда он не покорен слову. А что говорит о мужьях, которые покоряются слову?
тогда у женщин абсолютно нет варианта не покориться такому мужу. И как бы в заключение наставления о мужах и жене с 1 по 7 стих Павел в последних 2 стихах общее наставление оставляет. Наконец, будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот такие слова оставляет нам Писание. Я верю, что мы будем размышлять, обсуждать это где-то в группах, и сами с собой будем дальше продолжать назидаться Духом Святым. И совсем уже под занавес, друзья, я расскажу вам одну очень интересную притчу. Два дома стояло рядом, и в один дом заехали новые жильцы. И вот утром же просыпается семейная пара, вот эти новички, да, как новосель, новоселы. Просыпаются, и жена смотрит в окно и говорит: ой, у соседки, она развешивает белье, у нее такое не белоснежное белье. Вот что-то прям некрасиво. Надо ей посоветовать, чтобы она правильные средства использовала для стирки. И так в течение долгого времени, когда там стирка, вот эта жена из новоселов, она постоянно говорит о том, что там грязное, невыстиранное какое-то белье, не того цвета, сероватенькое там и так далее. И однажды она просыпается, смотрит в окно, а там белоснежное белье, прям аж глаз болит. И она говорит: о, надо же, видать, она поменяла средства для стирки. А муж говорит: да нет, я окна помыла. Понимаете? Вот, друзья, нам иногда надо прочистить свое сердце, помыть свои глаза, как Библия говорит, купить мазь, протереть свои глаза, в которых много мусора, критики, бревна. Понимаете, да? Вот. Очень важно, чтобы мы правильно, по-библейски относились к власти на всех этих 3 уровнях. Власти в государстве, власти в церкви и власти в семье. Аминь, дорогие. Пусть Бог нас благословит. Мы благодарим Тебя, драгоценный Иисус, за то, что Ты дал нам Слово. Дорогой Дух Святой, что Ты даешь нам понимание этого Слова, различать, Господь, чтобы мы не искажали это Слово, чтобы мы не выводили из Слова лжеучения, лженаставления для себя, Господь, чтобы мы не заблуждались, а шли в истине Твоей, которая для людей, любящих истине, вот мы сразу покоряемся этой истине. А те, которые привыкли сопротивляться истине, Господи, работай с этими сердцами. И этих людей мы передаем в Твои руки. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Есть одна часть служения, периодически это делаем. Я вот не помню, у нас Анна Исмановна не первый раз. Я не помню, что ни разу, чтобы мы собирали для нее пожертвования. И это не побор. Да. У меня на сердце такое вот сделать. Все деньги, которые мы соберем, они пойдут целенаправленно ей. Как бы, если у вас есть на сердце, это может быть больше обращено к сестрам, которые были на семинаре. У вас есть возможность поучаствовать, благословить этого человека лично. Можно вот это вот зелененькое ведро, да, оно вот должно быть пустое, вот отправить. Также, если вы хотите в электронном виде, можете на те же самые реквизиты, которые есть у нас для церкви, отправляйте, но в обязательном порядке напишите для Анны. Хорошо? Иначе эти деньги пойдут в церковь. Спасибо большое, конечно. Ну, я знаю, что Анна Расматовна, она человек скромный, но, опять же, это не побор. Никто никого не выжимает, но у меня вот было на сердце, и на самом деле это здорово, да? Как бы благословлять людей, есть такая возможность, это привилегия на самом деле. Хорошо? Вот это вот ведерко можно в электронном виде сделать. Что хочется еще сказать?
С миром Божьим. Сейчас мы разойдемся по домам. Пусть Господь благословит вас обильно. У нас начинается не только новая рабочая неделя, но и новый рабочий год. И анонс такой. У нас ориентировочно через месяц, если все хорошо, молитесь, у нас будет наш епископ Андрей Манжосов у нас здесь. И я уже говорил, мы планируем поездку в Сунтары, может быть, там в Вилюйск, и на обратном пути, я надеюсь, он застанет в субботу, воскресенье у нас, он будет у нас проповедовать. Вы всегда его хорошо принимаете. Такой анонс, добро пожаловать. Вот. И сейчас хотелось бы, давайте мы еще прославим Господа, чтобы на такой мажорной ноте, радостной, распустить всех. И после этого, еще раз, сестры, можно будет остаться для общения. Я вот не знаю пока, как мы это сделаем. То есть, может быть, перекусим, может быть, мы совместим перекус сразу с общением, чтобы время не терять, и вас отпустите, чтобы вы могли еще зацепить остатки выходных с семьей. Хорошо? Давайте мы прославим.
Еще раз слава Богу. На этом собрание, официальная часть у нас заканчивается. Я благословляю вас на эту предстоящую неделю, а также на общение. Сестры, кто останется, можно будет пообщаться. Ну и давайте, я не знаю, вниз спустимся, там решим, каким образом мы делаем там обед, чаепитие, или что мы делаем, или сразу общаемся, хорошо? Кто уходит, благословений. Добро пожаловать. Следующее воскресенье в 11 часов мы здесь, и также в пятницу на молитвенное. Аминь. До свидания.